Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Дыбыстарды өшірулеріңізді сұраймыз. Рахмет. Бүгін журнал клубының онлайн сессиясында Астана медицина университетінің неонатология кафедрасының резиденті Алшынбекова Жанар Мақсұтқызы жаңа туған нәрестелердегі респираторлық дистрессті емдеуге арналған аэрозольді сурфактант мақаласын талқылайды. Дорогие коллеги, сегодня на онлайн-сессии журнального клуба выступает резидент-неонатолог кафедры неонатологии медицинского университета Астана Алшынбекова Жанар Мақсұтқызы и обсудит статью «Целевой профиль продукта аэрозольный сурфактант для лечения респираторного дистресса у новорожденных». Мы начинаем. Жанар, сөз сізде, бастай берсеңіз болады. Добрый день, дорогие коллеги. Сегодняшняя тема статьи «Целевой профиль продукта. Аэрозольный сурфактант для лечения респираторного дистресса у новорожденных». Журнал «Бюллетен» Всемирной организации здравоохранения. Дата публикации 1 мая 2023 года. Бюллетен — это Всемирная организация здравоохранения, полностью открытый журнал общественного здравоохранения, уделяющий особое внимание странам с низким и средним уровнем дохода. Впервые он был опубликован в 1948 году и с тех пор стремится сделать свое содержание максимально доступным. Бюллетен входит в число 12 ведущих журналов в области общественного и экологического здоровья. Редактором является мисс Мэнди Ли, доктор медицинских наук. План презентации: актуальность, введение, цель исследования, метод и материал исследования, результаты исследования, обсуждение и выводы. Введение сурфактанта через эндотрахеальную трубку на протяжении десятилетий было стандартом ухода за младенцами с респираторным дистресс-синдромом. Поскольку неинвазивная вентиляция легких стала обычным явлением в отделениях интенсивной терапии новорожденных, были разработаны методы введения сурфактанта без использования эндотрахеальной трубки. К этим методам относятся методы тонкого катетера, аэролизация, небулизация и введение сурфактанта через гортанные или надгортанные воздуховоды. В этом обзоре будут описаны аэрозольный сурфактант и рассмотрены соображения и внедрение в клиническую практику. Респираторный дистресс-синдром является причиной приблизительно 15% всех случаев смерти новорожденных во всем мире. Введение антенатальных кортикостероидов и раннее начало постоянного положительного давления в дыхательных путях оказывают существенное влияние на смертность от респираторного дистресса. Кроме того, имеются четкие доказательства того, что лечение сурфактантом, который снижает поверхностное натяжение на границе раздела воздух, жидкость в легких, снижает тяжесть респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей и улучшает выживаемость. Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать синтетический сурфактант животного происхождения или содержащий белок для недоношенных новорожденных респираторным дистресс-синдромом, которые интубированы и находятся на искусственной вентиляции легких. Однако в текущих рекомендациях Всемирной организации здравоохранения указано, что сурфактант следует вводить только в медицинских учреждениях, где доступны анализ газов в крови и уход за новорожденными и наблюдение за ними. Кроме того, стоимость текущих формул остается высокой и предоставляет собой существенное препятствие для доступа. В результате использование сурфактанта в странах с низким и средним уровнем дохода является сложной задачей. Рассыпленный сурфактант исследовался в течение многих лет.
У старых и струйных и ультразвуковых небулайзеров есть несколько ограничений, таких как денатурация сурфактанта и застревание сурфактанта в трубках и фильтрах. Недавние усовершенствования технологии аэрозолизации сделали возможным производство мелких частиц, которые позволяют более высокой аэрозольной дозе попадать в легкие. Аэрозольные формулы сурфактанта, вероятно, будут стоить дешевле и их будет легче вводить, чем обычные формулы. В результате их можно будет использовать в отделениях интенсивной терапии для новорожденных второго уровня в каждой стране мира. Однако аэрозольный сурфактант является относительно новым средством, и в настоящее время не ясно, какая формула или форма введения будет лучшей для условий с низкими ресурсами или осуществимой для хранения и обработки. На сегодняшний день сурфактант обычно используется только в отделениях интенсивной терапии новорожденных третьего уровня и был вне достигаемости для многих отделений интенсивной терапии новорожденных второго уровня в учреждениях районного уровня. Существует потребность в недорогом сурфактанте, который можно вводить без интубации и искусственной вентиляции легких, и которым был бы таким же эффективным и безопасным, как стандартный сурфактант. Было опробовано много различных сурфактантов и методов введения, включая менее инвазивное введение сурфактанта, которое включает введение сурфактанта с помощью небольшого катетера. В методе материал исследования был проведен обзор систематических обзоров и целевых профилей продукта аэрозольного сурфактанта для недоношенных новорожденных. Затем Всемирная организация здравоохранения разработала предварительный план целевого профиля продукта, ориентированный на потребности стран с низким и средним уровнем дохода. В этом процессе соблюдались принципы, изложенные научным методом Всемирной организации здравоохранения в 2022 году для разработки целевых профилей продукта. Впоследствии секретариат Всемирной организации здравоохранения определил экспертную консультативную группу и 10 внешних экспертов из нескольких регионов Всемирной организации здравоохранения путем сканирования литературы и установления контактов с сетями и коллегами. Члены группы были выбраны с учетом технической экспертизы, интересов, широкого географического представительства и гендерного баланса. Результатом стала разнообразная группа лиц с опытом неонатологии, клинические практики укрепления здоровья, политики и программах административных и предоставленных услуг. В этой таблице указана экспертно-консультативная группа разработки целевого профиля продукта для аэрозольной сурфактантной терапии новорожденных в странах с низким и средним уровнем дохода в 2022 году. Согласно целевому профилю продукту, аэрозольный сурфактант предпочтительно должен подходить для лечения респираторного дистресса синдрома у всех новорожденных, независимо от использования неинвазивных устройств респираторной поддержки, например, постоянного положительного давления в дыхательных путях. Минимальное требование заключается в том, что он должен подходить для использования у новорожденных, которые не реагируют на инвазивную респираторную поддержку или которые имеют вес при рождении 1000 грамм или более, гестационный возраст 28 недель или более. Что касается эффективности, эффективность должна быть равна или превосходить ту, которую в настоящее время достигается при интратрахеальном введении сурфактанта. Аэрозольный сурфактант приводил к меньшему количеству побочных эффектов, чем текущая терапия сурфактантом. Как минимум, частота побочных эффектов должна быть сопоставима с таковой при использовании текущего сурфактанта. Использование аэрозольного сурфактанта должна предпочтительно приводить к снижению смертности. Аэрозольный сурфактант должен предпочтительно внуждаться только в одной дозе для максимального эффекта, который можно вводить в течение 48-72 часов после рождения. Более того, максимальный эффект должен быть, по крайней мере, эквивалентом таковому у современных препаратов сурфактанта. Минимальное требование заключается в том, что максимального эффекта потребуется 3 дозы или меньше, и что введение можно начать
начать в течение 12 часов после рождения. В идеале вводимая доза не должна зависеть от веса тела, и дозировка должна определяться диапазоном веса тела, например, менее килограмм или 1,5 килограмма и так далее. Минимальное требование заключается в том, что дозировка должна определяться весом тела в миллилитр на килограмм. Стабильность и срок годности аэрозольного поверхностно-активного вещества должна предпочтительно составлять не менее 36 месяцев в жарких и влажных условиях, определяемых как температура 30 градусов или более, относительная влажность 75%. А стабильность при использовании должна составлять не менее 120 минут в этих условиях. Минимальное требование стабильность срока годности не менее 24 месяца при температуре от 2,8 градусов и стабильность при использовании не менее 60 минут в жарких и влажных условиях. Устройство для аэрозолизации должно быть разработано в соответствии с надлежащими нормативными указаниями и стандартами. Предпочтительно, чтобы оно работало как от батареи, так и от внешнего источника электроэнергии. Как минимум, его можно было подключить к внешнему источнику питания. Устройство должно быть пригодным для использования как правшами, так и левшами, а также должно быть компактным и простым в использовании транспортировки. В идеале навыки, необходимые для работы устройством для аэрозации, должны быть освоены в течение 2-3 часов обучения. Стоимость аэрозольного сурфактанта должна быть предпочтительно менее $5 за дозу, и стоимость устройства для аэрозации должна быть менее $100, а общая стоимость на одного младенца должна быть менее $25. Минимальное требование таковы: стоимость аэрозольного сурфактанта должна быть менее $50 за дозу. Стоимость устройства должна быть менее $1000, а общая стоимость на одного младенца должна быть менее $220. Работая в международной экспертной консультативной группе и после консультации с медицинскими специалистами из широкого круга стран и консультации с общественностью, Всемирная организация здравоохранения разработала целевой профиль продукта для аэрозольного сурфактанта для использования у новорожденных с респираторным дистресс-синдромом в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно профилю продукта, сурфактант и связанное с ним устройство для аэрозации в идеале должны быть доступны по цене, быть стабильным при хранении в жарких и влажных условиях, быть простыми в транспортировке и использовании. Например, медсестрами в учреждениях здравоохранения уровня второго уровня в странах с низким и средним уровнем дохода. Обеспечивать быстрые клинические улучшения и быть таким же более эффективным, чем текущий интратрахеальный сурфактант. Кроме того, устройство для аэрозации должно прослужить много лет ежедневного использования. Внедрение эффективного аэрозольного сурфактанта во всем мире существенно снизит неонатальную смертность из-за респираторного дистресс-синдрома. Спасибо, Жанар. Дорогие коллеги, есть вопросы, можете задать в чате или здесь, можете включить микрофон. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Микрофон қосып немесе чатқа қойсаңыздар болады. Сәлеметсіздер ме? Бір жақтарда бастап па қолданып осы аэрозольный сурфактантты? Өкінішке орай бұл ешқай жақта әлі қолданысқа ие болған жоқ, себебі әлі клиникалық практикадан толық өткен жоқ. Бірақ жүргізіліп жатқан қазір зерттеулер бар, иә, сол туралы? Бірақ осы зерттеулер бойынша әлі зерттеліп жатыр. Кейбір кемшіліктері болғандықтан, мысалға регургитация жаңағы сурфактанта немесе десатурация сияқты побочный эффектерінің салдарынан әлі толық клиникалық практикаға енгізілген жоқ.
Түсінікті. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет, Жұлдыз Өміртаевна. Әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, Жанар, бүгінгі докладыңызға рахмет. Өте актуальды, жаңа тақырып деп ойлаймын. Рахмет сізге. Жақсы, құрметті әріптестер, келесі докладта кездескенше біз аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.